Мои дорогие, здравствуйте, Маш Долче. Я приветствую вас на своем канале. И, друзья, смотрите, утро буквально только недавно началось, и вот с такого вот, можно сказать, позитива, сюрприза для меня. Я даже и не думала, что меня может кто-то поздравить на 8 марта, потому что девочка меня это запретила категорически, и по большому счету, когда мне Танзила позвонила и сказала, что мама, для тебя там какая-то доставка, я начала уже про себя ее ругать. Нет, все-таки она меня не послушалась. Но потом, когда Ибрагим занес букет, как видите, и прочитав, от кого этот букетик, я поняла, что это не от Танзилы. И, друзья, вот такой вот этот шикарный букет и коробочка Рафаэла очень приятно, особенно, сами знаете, в такие дни, в такие ситуации было безмерно приятно. И вы не представляете, откуда, ну, Рафаэла понемножечку разбегаются, то Ибрагим тоже бродил, откуда прислан для меня этот букет, эти конфетки. Насколько далеко живет человек, который... Ибрагим, успокойся! Что ты делаешь? Хулиган. Как далеко живет человек, который мне их прислал, вернее, даже не человек, а семья. Этот подарок от моей подруги, от семьи моей подруги, которой у нее есть канал, и вы знаете, вы видели ее у меня в гостях. Она приезжала ко мне в гости. Канал называется «Ташина семейка», а хозяйка канала Наташа, моя подруга. Мы с ней общаемся. И мне действительно, Наташенька, очень приятно. Огромное тебе спасибо. Ты не представляешь, какую ты радость для меня предоставила. Большое тебе спасибо. Тюльпаны я просто обожаю, тем более желтые тюльпаны. Ты мне просто угодила. Огромное еще раз тебе спасибо. И Рафаэла вкусно. Наташа живет в Ханты-Мансийском округе, жила в городе Нижневартовске. Но сейчас они переехали, не сейчас, а, по-моему, осенью переехали в село где-то рядом с Тюменью. У нее прекрасный дом, она его обустроила. Короче, друзья, зайдите к ней на канал, посмотрите. Если вам понравится, подпишитесь. Это действительно такая, я не знаю, такая семья и такой Наташа человек. И не из-за того, что она подарила мне букет, а просто действительно это прекрасная семья. Она очень красиво снимает. У нее очень интересно на канале. Зайдите, передайте ей от меня огромный привет. Наташенька, я тебя тоже поздравляю с нашим праздником, с Международным женским днем. Желаю тебе счастья, тебе, твоей доченьке. У Наташи есть дочка и сын. Желаю вам счастья, самое главное мира, здоровья, успехов, и чтобы все твои мечты тоже сбылись. Наташа и ее муж хотят заниматься сельским хозяйством, разводить крупнорогатый скот, кур, ну и все такое. У них планов много, и я думаю, наверное, они осуществят свои планы, потому что ну, они такие трудолюбивые и хотят жить в селе, хотят этим заниматься. А кто хочет, вы сами знаете, для них это не проблема. Не знаю, я не готовилась. Это для меня действительно как-то сюрприз, честно скажу, сюрприз. Огромное вам спасибо, Наташа и семья Наташи. И также, девочки, всех женщин хочу поздравить с нашим праздником. Хоть и такое, можно сказать, не праздничное настроение, не праздничный день, но все-таки немножко позитивчика, небольшого счастья нам не помешает. Огромное, Наташа, тебе еще раз спасибо. Я и сном ни духом не думала. Ну, вот так вот, друзья. Ссылку на канал Наташи я оставлю в описании, закреплю в комментариях. Перейдите. Мне будет приятно, Наташе тоже. Перейдите, посмотрите и передайте от меня привет. Огромное еще раз всем спасибо. Букет действительно шикарный. И, друзья, пришла мне такая посылка
от моей подписчицы Софии, которая, как вы помните, мне еще присылала в подарок на день рождения блендер. Я не знаю, что в посылке. Она была прислана на имя Ибрагима. Была она у меня в такой обрешетке деревянной. Это СДЭК. Обрешетку мы, правда, сняли. И теперь я ее распакую и посмотрим, что же мне прислала моя подписчица и моя, можно сказать, бандерша, девчонка из нашей группы, в которой мы общаемся и делимся своими радостями, своими горестями, и без этого не бывает, своим опытом, рецептами. Ну, обычно чем делятся женщины между собой? Вот нас больше 30 женщин в группе, и мы теперь как будто бы сестры. И сейчас посмотрим, что же мне прислала моя София. София живет в Германии. Так, ну вот. Снимать меня некому, поставила на штатив телефон. Посмотрите, какая красота, девчонки. Упаковано было очень хорошо. Это такая вот вазочка. Сейчас. И цветы. Смотрите, какая красота. Это стекло. Какая красота. Так, а это вот такие вот пионы. Сейчас я поставлю вазочку. Соберу это все. София очень красиво, конечно. Это красота. Вот видите? Друзья, это все-таки, конечно, очень красиво. Это память. И действительно я буду смотреть на этот букетик и все время вспоминать мою Софию, мою банду, моих девочек. Это просто красиво. Ну вот, нормально поставила. Действительно, девчонки, какая красота, какие цветы красивые. Если честно, я не очень-то раньше любила неживые цветы. Никогда в доме у себя их не покупала. Обычно всегда живые у меня были. И любила в горшках цветы живые. Но они у меня сейчас не все уживаются. Поэтому, в принципе, все-таки меняются какие-то привычки у нас, что вкусовые, что такие. Я уже, честно признаюсь, полюбила такие цветы уже и на кухню. Иногда покупаю и сама, иногда мне тоже девочки присылают маленькие такие букетики. И много смотрела тоже в магазинах. Уже начала понимать, что делаю акцент именно вот на таком. Потому что просто букетик, он увядает, все, он пропал. А этот букетик я уже буду все время его видеть. И буду вспоминать, что мне его подарила моя София. София, огромное-огромное тебе спасибо. Конечно, это очень красиво. Очень красивые цветочки и красивая вазочка для цветов. И я действительно, знаете, мне с одной стороны бывает неловко, когда мне присылают посылки, когда мне присылают и деньги, и такое бывает, вот в подарок что-то, чтобы я купила. Бывает очень неловко, но с другой стороны, мне бывает это настолько приятно, что, ну, это уважение ко мне получается, что я заслужила такое уважение, что я даже не знаю, я не умею выговаривать свои эмоции, но они меня всегда переполняют. Мне иногда даже вот до слез хочется плакать, когда вот делают какое-то внимание. Действительно. И огромное-огромное спасибо. София живет в Германии, но она гречанка. И вот такой вот букет на 8 марта. Действительно, букетик, который не завянет, о котором я буду помнить. Огромное-огромное спасибо. Действительно, большое-большое спасибо, София. Цветы очень красивые. Это просто прелесть. И, мои дорогие, вчера мне
написала в WhatsApp, вышла на связь, моя подписчица, сказала, что недавно подписана ну, на мой канал. И ей понравились кастрюли, которые мне, помните, на день рождения привозили мои девочки, но это был тогда подарок от моей подписчицы, от моей... Я потом, ну, я не буду говорить, я не знаю. Ну, короче, от моей подписчицы, одной из моей банды, от нее и еще от одной был тогда подарок на день рождения. И она мне вчера вышла на связь и говорит, мне безумно понравились эти кастрюли, которые вам подарили. Если вам не трудно, я, говорит, и по инстаграму, и везде искала, в интернете, не могу найти такие кастрюли, мне они понравились. Если бы вы мне их прислали, я бы была признательна. Эти кастрюли и сковородки, которые я вам показывала, помните? Ну, я ей сказала, я не знаю, потому что сейчас идут наценки на все товары, вы сами прекрасно знаете. Я говорю, я не знаю, по какой цене они будут. Я точно и не знала, сколько за них девочки заплатили. Я знала, что где-то то ли 5600, то ли 6500, что-то такое у меня крутилось, я не запомнила. Я говорю, ну хорошо, я посмотрю. И поехала все-таки утром, немножко справилась, получила свои тюльпанчики. И поехала, потому что обещала ей. И обещала еще одной моей подписчице уже давно вот эти вот доски. Круглые доски и квадратные доски. Ей понравились, она мне писала, если бы вы смогли прислать, то пришлите. Я никак не успевала туда поехать их ей купить. Она мне вчера опять напомнила, вы про меня не забыли, но ей больше понравились квадратные, чем круглые. Ибрагиму тоже. Ибрагим говорит, нам бы на кухне тоже такие красивые сегодня, да? Вот так вот, короче, ну решила вам показать, раз купила. Тем более сейчас пока ничего снимать не успели сегодня. Были планы другие. Хотела что-то приготовить, ну не праздничный стол, конечно, но просто накрыть на стол и посидеть. Хотела на кухню сегодня перебраться, но уж как есть, так есть. Ладно, не буду. Может быть, и переберусь к вечеру, но не сейчас. И поэтому ролик сегодня не будет заходить. Поэтому вот это вот сейчас покажу и просто даже вам скажу по ценам. Значит, вот эти вот доски, просто бывает интересно. Конечно, я не перепродаю ничего, и я не умею это делать. Люди просят, я им иду навстречу. Эти доски стоят 1300. Стоили они чуть-чуть раньше 1200. Вот пока на эти доски 100 рублей наценка. Правда, они очень тяжелые. Я не знаю, за пересылку сколько с них возьмут. Но у нас есть такая доставка, Боксбери, по-моему, да? У них не очень дорого. Вот. Это одной доски. Эти, ну, я просто сковородки покажу, просто интересно. Женщинам бывает интересно. Посуда. Так, ей очень понравились вот эти вот мои сковородки, которые были без крышек. К сожалению, по ее диаметру крышек я там не нашла. Я и себе бы хотела купить. Хотя бы для средней. Они очень большие. Так, сейчас я вам скажу размер их. 30, 34, 38. Где ты видишь? Ну вот на самом... Вот. Значит, 34, 30 и 38 диаметр сковородок. Самая маленькая 30. Вот смотрите, вот такие вот они. Скажи фирму. И учтите, они не тяжелые, они не такие толстостенные, но ничего к ним не прилипает. Я вроде бы так пока довольна, но я немного в них готовила, потому что всю эту посуду берегу для перебраться в такую кухню. Видите, вот эти вот вообще огромные. Мне пока хватает средней и маленькой. Это вообще огромная сковорода, 38 сантиметров, как видите. Но эта сковорода тоже мне очень хорошо делать, когда заказы, когда много котлет. И когда и гости что-то тут потушить, что-то сделать. Короче, посуда никогда в больших семьях не мешает. И вот эти вот сковородки я себе купила в котел. Они у меня стоили 3700. А для нее я их сегодня купила за 2900. Представляете? И, по-моему, их еще не наценили они. Некоторые товары прямо при мне переклеивались на ценники на некоторых. Сейчас скажу и про кастрюли. Короче, эти сковородки пока у них по 2900. Были в 3 цветах. Тут даже, по-моему, нарисованы. Да, цвета где-то? Я их вижу. Ну вот один вот. цвет. Красные эти и серые, короче. Вот 3 цветов у них. Коричневые, красные и серые. Были даже вот такие еще. Сейчас я вам покажу. Вот такие голубые еще были. У них 3 цвета. Так, просила она вот эти вот рифленые ножи. Они у нас стоили 89 рублей. Чуть-чуть раньше, когда я Марине покупала, сегодня они стоили уже 110.
Так, кастрюли. Ну, я одну вытащу, просто покажу вам. Кастрюли, оказывается, стоили 5 900. Я утром захожу, сразу же поехала к открытию, чтобы там быстрее справиться, вдруг еще что. Кастрюли, оказывается, я говорю, сколько стоит? Она говорит, 5 900. Ой, я такая довольная, обрадованная. Вот так, крышки надо прикручивать. Так, это ручки. Одну вот вытащу маленькую. Вот такие вот кастрюльки. Но это, знаете, что это? Литой алюминий, покрытый антибривиарным покрытием, как она мне сказала. Тут не такое уж дно толстое, и они не такие тяжелые. Но я не знаю, я своими еще не пользовалась. Не могу вам, девочки, ничего сказать, потому что у меня не было этих пластиковых поварешек, всего этого. И мне Мадина строго-настрого наказала: мама, только не открывай, пока ты их не купишь. Пока пластиковые эти не купишь себе. И как раз сегодня мне еще один подарок подарили. Короче, эти кастрюли, как я сказала, стоили 5 900, оказывается. Но сегодня же они потом пошла девчонка, говорит, ой, нет, говорит, тетя, извините, они сейчас стоят 7150 рублей. Короче, 1000 с чем-то, да, 1250 наценка на них пошла. Вот, буквально за несколько дней. Так, литраж я точно не помню, здесь сколько был. Сантиметров тут стоит 32 сантиметра, 30, 28, 24 и 20. Ну, по-моему, самая большая 10 литров, если я не ошибаюсь. Вот такие вот кастрюли. Это мой заказ, который девочкам сегодня... Я сегодня, правда, побоялась, что будет там у нас закрыто. Праздник все-таки отправлю завтра, наверное, уже. И вот такой вот подарок, вернее, ну, был не подарок, был денежный перевод. И я себе купила тоже. Тот раз я зажалась для себя, во-первых. Во-вторых, никак мы не могли с Мадиной выбрать, какого же цвета купить нам эти. А потом я думала про себя вчера, да ладно, не купила, буду кастрюли беречь, не буду сейчас тратиться. Но вот видите, какая судьба, да? Действительно, мы всегда не знаем, что будет через каждую там минуту. Поэтому вот такой вот подарочек я сегодня купила себе от моей подписчицы. Так, ой. Вот. Долго думала, брать черный или кремовый цвет, но что-то Мадина мне порекомендовала кремовые. Так, вы знаете, вот в котле, где я стою, вот такой набор у нас там стоил 2 500, а я купила его за 1350 рублей. Видите? Так что я выиграла даже... Я как-то хотела и в котел на них ставить, но хорошо, что не стала. Так. Тут, ой, тут очень много вещей. Видите как? Были в цвете, знаете, какие? Красные, такие кремового цвета, зеленые. Много цветов было. И, конечно, относительно недорогие. Насчет качества не знаю, но относительно недорогие. Вот она, поварешка, которая мне нужна. Ты хочешь цвета показать? Да. И вы знаете, если бы не эта ситуация, мы как раз с моей дочкой Танзилой обсуждали это. Ну и с моими подписчицами тоже. Вот, не знаю, мне нравится. Нравится тебе этот набор? Да, красиво. Вот, девчонки, вот такой вот набор за 1350. Потому что некоторые девочки все-таки просят у меня купить эту посуду, отправить. У меня не получается вовремя поехать, у меня не получается отправить. И я как-то, и девочки говорили, почему ты себе не откроешь интернет-магазин? Я говорю, это не мое, я не умею торговать. Действительно, я не торгаш, как бы сказать. Я ничего против не имею, кто торгует, но это не мое. А вот Танзила у нас хорошо торгует. У меня очень хорошо мама торговала. У нее прям вот, если я могу продать вещь за 10 рублей, мама продавала ее за 100. Вот это ее конек, только не мой. Поэтому мы даже вот перед тем, как вот эта вот наша ситуация случилась, я Танзиле предлагала, может быть, ты откроешь себе канал именно, чтобы продавать посуду. Я говорю, вот свяжись, как раз хозяйка этого магазина, подруга моей Танзилы, ну как подруга, знакомая, не подруга, а знакомая. Я говорю, свяжись с ней, будешь там у нее, просто они не дают ни фотографировать, ни снимать, если ее нет там, если она не разрешит, то просто обычным людям они не дают там ничего снимать. Я говорю, договорись с ней,
Давай я тебя буду на своем канале показывать, что у тебя есть канал, и давай занимайся этим, делай не такие огромные наценки, которые обычно делают люди. Ну, нацени на каждый товар, там, 300 рублей, 200 рублей, 500 рублей, за пересылку уже они все равно платят. Не снимай прям шкуру с людей, попробуй, у тебя пойдет, ты же умеешь торговать, ты умеешь говорить. Ну, вот видите, сейчас с этой ситуацией, по-моему, это не актуально, и, может быть, сейчас кто-то напишет, вот, вы в этой ситуации еще и о посуде думаете, и о деньгах думаете, но пока мы живы, мы должны думать и о посуде, и о деньгах, как-то и зарабатывать, как-то жить. Все равно надо. Мы же не можем сесть и сказать, что вот сейчас такая ситуация, не знаем, что завтра будет, мы умрем. Это даже Всевышний не разрешает так делать. Всевышний всегда говорит, что нужно жить сегодня и на завтра подумать об этом, что будет завтра, хотя мы и не знаем, но жить. Не сидеть, что вот мы завтра умрем. Умрем, так похоронят нас. А не умрем, мы должны жить, мы должны питаться, мы должны одеваться, мы должны, посуда нам нужна. По мере у каждого по своей возможности. Поэтому вот так, не знаю. Но если все это наладится, у нас все будет хорошо, все-таки, как вы думаете, Танзиле, начать торговлю в интернет-магазине? Сейчас вообще актуально же торговать. Вот девочки, вот это, они мне пишут, что вот сколько она, говорит, не просмотрела вот такой фирмы, и таких я, говорит, не видела. Но опять-таки не знаю, какого качества. Да, как раз вот на 2000, у меня 1700 получился мой подарочек. Купила себе вот такую вот формочку для кексов, у меня ее не было. У меня по своему здоровому питанию есть там какой-то кексик, можно прям приготовить. Ну и губки с зубной пастой. Все, вот, вот такие вот подарочки сегодня с утра меня радуют подарками. Вот так вот. И чуть-чуть раньше меня поздравила моя подруга, тоже София. Этот ролик у меня снят, но это несколько дней тому назад она присылала. Я просто все равно прислан подарочек к моему дню, к 8 марта. Я его вам не показала сегодня, и этот ролик тоже будет в этом ролике. Так что, друзья, девчонки, все женщины мира, я вас всех поздравляю с нашим праздником. Конечно, он сейчас не такой веселый, не такой радостный, признаюсь честно, и на душе кошки скребут, это вы сами чувствуете, каждый из нас, что вся эта наша ситуация проходит через сердца всех матерей, всех людей. И, ну, что поделать, действительно, мы будем уповать на Всевышнего, мы не будем сходить с ума, мы не будем жестоки друг к другу, я надеюсь. Будем жить, сколько нам отведено. И самое главное, мы не будем отчаиваться и как бы сердиться на то, что происходит. Если мы примем то, что сейчас происходит, что у нас на душе, просто не брать грех на душу, хотя бы в такой ситуации, потому что за каждый грех, за каждое слово, которое, хоть оно и написано, высказанное, вышедшее из нас, записывается, и мы за каждое слово должны ответить. Так неужели лучше промолчать, по крайней мере, и не грешить хотя бы в этом, чтобы не отмывать наши грехи? Ну, не знаю, я не умею умные речи толкать, но это вот мое. Я вам как знаю, так и говорю. Никогда не готовлюсь, никогда не пишу, говорю, что у меня на уме. Еще раз поздравляю всех женщин мира с праздником. Желаю самое главное, конечно, как мои подписчицы говорят, раньше мы желали здоровья, сейчас в первую очередь мы желаем мира. Я желаю всем женщинам мира здоровья, мира, чтобы все их дети были живы и здоровы, чтобы ни одна мама не пролила ни одной слезинки за своего ребенка. Ну вот так вот, друзья, сегодня как-то так. Еще раз с праздником вас и извините меня.